Скоро я этот мир покину, сын мой. Всегда человеком будь, а не так, середка наполовину. Где скитаться не буду, как судьба ни крути, жизнь житуха повсюду, мне с тобой по пути. Ты сама нас учила не сгибаться в дугу, жить так в полную силу, видеть май сквозь пургу. А когда мы грустили, еле ношу неся, нам внушала не ты ли, так нельзя, так нельзя. Опускающий крылья погибает, друзья. Да не будь в нас земная воля к жизни крепка, не дожить бы нам, знаю, даже до 40. Он всю жизнь думал, говорил о поэзии, никогда не жаловался на свою судьбу. Вот тогда я удивился, это был для меня тоже урок на всю жизнь. Человек вернулся из долгого заключения, и вдруг он говорит, не об этом говорите. И он возвышался над собственной биографией, он возвышался над собственной судьбой, он возвышался даже над временем, ибо он был творцом. Как биться сердцу, громче, глуше. Не смысли в этом ничего. Ты держишь книгу, ты ее послушай, в ней ритмы сердца моего. И все горишь, яришься, не сдаешь. Пройдя сквозь бури на пути несладком, подходишь ты к своим 80-кам, с большим и чутким колоколом схож. Ну, а для меня это был человек удивительный, поскольку он был оторван от всего материального. Я даже не представлял, как же вообще человек может жить настолько оторван. Он не знал, что такое гонорар, сколько платят за стихи, что надо издавать книги, что надо что-то покупать как-то. И когда мне приходилось с ним говорить, он говорил так, вот, видимо, вся Вселенная, все мироздание, все человечество живет для того, чтобы все это описывать в поэзии. Меня поэтом мать не родила. Мой стих — итог пережитого. Всех предков горести, надежды и дела в душе моей живут и просят слова.